В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные темы к этому часу. Айсен Николаев в День российской печати провел встречу с военкорами. Каждому были вручены уникальные подарки. Консервы местного производства начнут поставлять в арктические районы республики. О новом цехе и что в нем будут производить. В Алёхминске состоялась презентация книги о Степане и Дельгине, чьи благодеяния до сих пор помнят местные жители. Расскажем о его вкладе. В Якутии продолжается работа по адресной помощи военнослужащим, участникам СВО и членам их семей. Так, по итогам 2024 года по республике 177 семей получили материальную помощь на газификацию жилого дома. Материальную помощь для выезда к месту лечения получили 402 человека. Согласно указа президента России от 26 декабря прошлого года установлены ежемесячные выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или попавших без вести в период участия в СВО, в размере прожиточного минимума. Напомню, что на 2025 год прожиточный минимум для ребенка в нашей республике установлен в размере 25 974 рублей. Ежемесячная выплата будет осуществляться со дня, указанного в приказе командира военной части, содержащим сведения о захвате военнослужащего в плен или о пропаже без вести военнослужащего, но не ранее, чем с 1 декабря 2024 года. Айсен Николаев в День российской печати провел встречу с самыми самоотверженными работниками СМИ Якутии и военкорами. В этом году их ряды пополнились новыми операторами и корреспондентами, доведя общее их количество в республике до 17. Глава высоко оценил вклад военных корреспондентов в освещении происходящих действий в зоне специальной военной операции. Каждому из них были вручены уникальные подарки – якутские ножи. Буквально с самого начала, с 2022 года, наша республика максимально, скажем так, вклинилась в информационную борьбу, потому что та система, как мы помним, дезинформации, которая была у нас в начале 2022 года, она была просто ужасной, ужасающей. И благодаря нашим коллегам, военкорам, благодаря той системе, которая была построена, мы практически отбили эту систему. Сейчас люди видят буквально благодаря нашим ребятам, сотрудникам средств массовой информации, которые выезжают туда, видят, как на самом деле дела обстоят, как продвигаются наши войска. Ну, конечно же, без прикрас говорят и о проблемах, и о том, что существует на самом деле. Да? Ну, такая информация на сегодня нужна. Газета «Мирнинский рабочий» вот уже 65 лет освещает главные новости и события Мирнинского района. Юбилей, пусть даже не круглая дата, прекрасный повод поговорить про печатное издание и про людей, которые это создают. 1 января в мирном новом центре тогда еще юной алмазодобывающей промышленности вышел первый номер городской газеты «Мирнинский рабочий» тиражом 1000 экземпляров на 2 полосах формата А3. Многие наши рубрики посвящены людям. Это «Твои люди, Север». Ну, наверное, такие рубрики есть во многих газетах. У нас она тоже есть, и она очень популярна. Мы пишем там о наших ветеранах, о тех, кто отдал много лет трудовой деятельности этому городу, Мирнинскому району. Команду создавали из энтузиастов, начинающих журналистов. Первые номера печатались в избушке на окраине города, изготавливались в режиме ручной печати и разносились по палаткам мирнинцев. Мы выходим уже и в медиапространство, но нельзя забывать о том, что есть именно вот эта бумажная газета, которая привлекает людей тем, что есть новости именно нашего района, нашего города. Поэтому хотелось бы, чтобы было побольше у нас подписчиков. Мирнинский рабочий вот уже несколько лет работает по принципу мультимедийной редакции. Как и многие другие печатные издания, частично перешли в социальные сети. У газеты есть свой сайт, аккаунты во всех популярных социальных сетях, телеграм-канал, который пользуется вниманием читателей и обрастает подписчиками. Так совпало или это какой-то знак, но у Виктории Атласовой сегодня в День российской печати первый рабочий день. Для меня
журналистика – это новая сфера, но я всегда хотела попробовать себя в чем-то творческом и решила выбрать именно это. Меня тут очень хорошо приняли, я тут довольно рада. Вот уже 65 лет яркая история алмазной столицы складывается в печатных и электронных изданиях Мирнинского рабочего, которые отражают события повседневной жизни. Ежедневная напряженная работа, грамотность подачи информации, преданность выбранному делу – вот залог успешной работы редакции газеты «Мирнинский рабочий». Анна Васильева, Мирный. Консервы местного производства начнут поставлять в арктические районы республики. В Якутске завершается строительство цеха переработки сельхозпродуктов и дикороса. Там же будут производить тушенку, овощные консервы и варенье. Ожидается, что первая партия продуктов поступит на прилавки в первую судоходную навигацию в июле. Строительство цеха реализовано в рамках программы поддержки местного производства. Сырье для производства будет закупаться исключительно у местных фермеров и производителей. Для повышения качества продукции и снижения ее стоимости нам намного эффективнее и рентабельнее производить данную продукцию здесь, в городе Якутске. Мы будем производить в 2 этапа. То есть первый объем продукции будет завозиться в период навигации водным транспортом. И второй этап – это в период открытия автозимника. Данный цех будет производить продукцию, которая по качеству будет превышать ту продукцию, которую мы на сегодняшний день завозим из других регионов России. Вилюйский филиал ЖКХ работает в штатном режиме. За прошедший год ремонтные работы выполнены на 100%. По программе оптимизации были проведены плановые работы на более чем 16 миллионов рублей. Проложена теплотрасса большого диаметра, приобретен дополнительный котел. Кроме того, в поселке Кызылсыр заменены проводоводные трубы. На некоторых котельных заменены насосы. В ближайшее время начнутся работы к новому отопительному сезону. В течение всех праздников у нас было организовано круглосуточное дежурство работников. Это работники были так же, как слесари, киповцы, мастера участков. Все работали именно в круглосуточном режиме. До конца отопительного сезона осталось немного времени, поэтому уже планово начинаем заниматься подготовительными работами к новому отопительному сезону. То есть у нас уже идет закупка материалов, оборудования, насосов. Уже план полностью работ на этот год есть. И этим летом тоже будет проводиться капитальный ремонт. В Якутии продолжается комплекс мер поддержки семей с детьми. Так, решением главы республики до 31 декабря 2027 года был продлен срок действия целевого капитала «Дети столетия». С учетом индексации сумма составляет 116 786 рублей. По сообщению Министерства труда и социального развития региона, в 2024 году более 15 тысяч якутян воспользовались данной мерой поддержки. Наиболее востребованными направлениями стали улучшение жилищных условий, приобретение транспорта и образование ребенка. В Алекминске состоялась презентация книги о Степане Ивановне Идельгине, чьи благодеяния до сих пор помнят местные жители. Благодаря Степану Ивановичу были построены многие здания. Он также активно поддерживал образование, сельское хозяйство и социальную сферу. Подробности в материале далее. Яркой звездой уходящего года стала книга «Идельгин, да вернется имя твое». Это великолепное издание, иллюстрированное старинными фотографиями и документами, имеющими историческую ценность. От нас исходила такая идея, чтобы это был сборник, в который приняли участие музейные работники, потому что мы являемся первообладателями всех фотографических снимков, их оригиналов, которые сейчас разошлись и в сети интернет они. И все это хранилось в музее. В книге несколько глав, которые готовили разные авторы. Инициатором создания стал житель села Нерюктяинск-1 Александр Филиппов. Вместе с внучкой Евой он долгое время собирал и систематизировал факты и материалы о знаменитом земляке. Было очень интересно открывать для себя этого человека, его большие дела, которые происходили 200 лет тому назад на Алекминской земле, но тем не менее о них помнят до сих пор, и они дошли до наших времен.
Бесспорен вклад и других авторов. Личность Эдельгина настолько интересна, что без внимания он не оставался никогда. Гости презентации бережно перелистывали страницы книги, не скрывая искреннего восторга. Для меня очень почетно держать в руках экземпляр небольшого совершенно тиража, потому что через какое-то время это будет раритет. И держать в руках бумажный вариант книги, это гораздо для меня, во всяком случае, приятнее, чем если бы я это прочла по электронной версии. Фотографии редкие, архивные, информация от разных авторов, качество вообще тиража замечательное, поэтому я думаю, что это станет подарочным экземпляром. Была бы возможность приобрести еще дополнительно книги, я бы это не задумываясь сделала. Память о значимых событиях в районе должна оставаться. Возможно, есть и еще что-то, что можно вписать в летопись истории. Всегда есть, конечно, такая мечта голубая, что когда-нибудь найдется меценат такого же уровня, как Эдельгин, который восстановит эту церковь, и мы увидим воочию всю красоту, все величие этого собора. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Якутяне, проживающие за пределами республики, традиционно встречают Новый год, собираясь вместе на площадях и скверах по всей России. Так, в Москве наши земляки встретили 25-й год по якутскому времени флешмобом и осохуем. А в Калининграде общественная организация «Земляки Саха» организовала праздничную встречу на главной городской площади Победы. С новогодними праздниками от имени жителей Якутии волонтеры поздравили и участников специальной военной операции, проходящих лечение в военных госпиталях в рамках благотворительной акции «Побеждай добром». Предложила в группу просто собраться, встретиться и встретить Новый год по якутскому времени. Отозвалось очень много участников. Мы тут станцевали наш традиционный танец «Узоры» в нашем наряде якутском. Станцевали осохой и поздравили всех наших жителей нашего района с Новым годом. К этому часу это все события. Оставайтесь с нами.